Воспитанники Энгельсского музыкально-эстетического лицея имени Шнитке заняли первое место в третьем международном конкурсе исполнителей духовной музыки, который проходил в Санкт-Петербурге в рамках международного фестиваля традиций духовной культуры «Религо». С победителями встретился наш коллега из Саратовской митрополии Александр Сорокин. Из гроба о дождившего Христа. Духовную музыку сводный хор Энгельсского лицея исполняет уже около 3 лет. За это время репертуар коллектива обогатился рождественскими и пасхальными песнопениями. Ребята исполняют сложнейшие византийские композиции. Знаете, мы пели много музыки, и русской музыки, и западноевропейской, и пели песни, произведения современных композиторов, да? Но немного стали постепенно выводить в репертуар хора произведения духовной музыки. Начав работать над этими произведениями, почувствовала, что дети откликаются на эту музыку. На днях ребята вернулись домой с международного конкурса исполнителей духовной музыки, который проходил в Санкт-Петербурге. В конкурсе участвовали коллективы из Петрозаводска, Москвы, Самары, Воронежа, а также из Казахстана и Беларуси. Несмотря на сильную конкуренцию, сводный хор музыкально-эстетического лицея имени Шнитке города Энгельса занял первое место. Мне конкурс, на который мы ездили, был очень близок по душе. Мы много репетировали, мы много выступали, каждый день выступали. И, честно говоря, были без сил уже в последние дни. Занять первое место ребятам помогли не только ежедневные репетиции, но и атмосфера дружбы, царящая внутри коллектива. Возраст участников сводного хора от 11 до 16 лет, однако это не мешает взаимопониманию. Мы всегда поем ту музыку, которая мне нравится. Именно мне. И мы еще ни разу не пели ни одного произведения, которое мне бы не нравилось. Я сам верующий человек, и я хожу в храм с детства, и духовная музыка мне особо близка. Самые маленькие ученики нуждаются в материнской опеке. Во время гастролей в Санкт-Петербурге именно доверие к руководителю хора помогало детям выступать на достойном уровне. Мне помогала Галина Александровна. Когда я на нее смотрел, она мне помогала не волноваться. Помимо занятий в хоре, ребята играют на гитаре, сочиняют музыку и слова. В общем, живут полноценной творческой жизнью. Учил ты их добру, учил им мужеству, как учишь нас, сегодняшних детей. Александр Сорокин, Роман Шельдяев. События. Саратовская митрополия.